Часто людям приходит СМС с предложением получить компенсацию за приобретенные ранее товары, в том числе и в кредит, денежный выигрыш, потерянные при обмене денег, сбережений и так далее. Во всех этих случаях жертве сначала предлагают заплатить налог или госпошлину, отправить средства на безопасный счет, и лишь затем мнимый чиновник обещает полную расплату. Довольно распространенной стала схема, когда людям по телефону предлагают вложить деньги в высокодоходный накопительный сертификат в Центральном банке России или получить денежную компенсацию, при этом деньги нужно перевести на счет финансового представителя Центрального банка. Разумеется, после этого найти этого представителя, в кавычках, вкладчику уже не удастся. Расчет мошенников прост. Далеко не все знают, что Банк России не предоставляет такие услуги. Чаще всего на этот обман попадаются пенсионеры, люди старшего возраста. С другой стороны, мошенники нередко используют базы данных со списками бывших участников финансовых пирамид. Ведь тот, кто единожды поверил в обещание быстрых и легких денег, может поддаться на новые уловки. Изощренность махинаторов порой достигает такого уровня, что на их удочку попадаются и критически мыслящие люди. Например, звонящий по телефону представляется адвокатом и называет фамилию из официального списка коллегии адвокатов города или области. Для большей убедительности будущим жертвам присылают качественно изготовленные копии постановлений, указаний Банка России, судебных решений, исполнительных листов и даже паспортов или служебных удостоверений. Если человек попадается на обман и перечисляет деньги, ему поступают новые требования выплат по различным дополнительным основаниям. Еще одной большой проблемой является доверие фейкам. Зачастую граждане подвергаются опасности, реагируя на фейковые вбросы в мессенджеры и телеграм-каналы. Так было, когда Банк России объявил о вводе нового вида российской национальной валюты – цифрового рубля. И сегодня в нашей передаче про деньги мы поговорим о цифровом рубле. С 1 августа вступил в силу закон о цифровом рубле. Зачем он нужен, как им пользоваться и какие преимущества у цифрового рубля, сегодня расскажет начальник отдела платежных систем и расчетов отделения Банка России по Республике Саха-Якутия Тимур Григорьев. Для начала, Тимур Юрьевич, расскажите, что такое цифровой рубль? Добрый день, спасибо за приглашение. Да, что такое цифровой рубль? Ну, это, во-первых, новая третья форма нашей национальной валюты, то есть наряду с наличными деньгами, это вот купюры и монеты, да, которые у нас в кошельках имеются, ну, может, не у всех. Вот. Также есть у нас безналичные деньги, это вот деньги, которые лежат на счетах банков, кредитных организаций, да, а это будет новая форма, цифровой рубль. Он отличается тем, что открывается это на платформе специально Банка России, платформа цифрового рубля, и получается деньги будут лежать на счетах вот, Банка России. Как будут производиться операции с цифровым рублем? Значит, гражданин, который хочет начать пользоваться цифровыми рублями, он может открыть себе цифровой кошелек. Причем у каждого гражданина он может быть один. Соответственно, чтобы открыть свой цифровой кошелек, нужно воспользоваться приложением мобильного банка, которое есть у нас у всех, да, или же интернет-банка, да, то есть браузерной версии. То есть через любой банк партнер, который будет участвовать, а в нем будет участвовать большая часть банков, можно будет открыть цифровой кошелек. А будет ли цифровой рубль обязательным? Что будет, если человек не захочет пользоваться цифровыми рублями? Ну, здесь на самом деле выбор за гражданином, то есть все три формы рубля, то есть это наличные, безналичные и цифровые, они будут равнозначны, и человек сам выбирает, как ему будет удобно пользоваться. То есть это будет финансовым инструментом дополнительным. То есть захотел, ты можешь наличкой пользоваться, или же безналичными рублями, то есть это вот, допустим, пластиковые карты, да, банковские, а захотел, ты можешь использовать цифровой рубль. А в чем же преимущество цифрового кошелька, цифрового рубля от уже привычных нам денег? Ну, смотрите, получается, главная особенность цифрового рубля в том, что это не средство накопления, да, сбережения, то есть на остаток по счету на цифровом кошельке не начисляются проценты, вот. Но при этом, используя цифровые рубли, мы можем совершать платежи и переводы совершенно бесплатно. То есть для населения это будет полностью бесплатно, то есть единая тарифная система действует, получается. А для бизнеса тоже это будет представлять интерес, потому что
организации, юридические лица тоже могут открывать цифровые кошельки, и, соответственно, у них будут тарифы на прием платежей, да, на переводы тоже ниже, чем ныне существующий тариф. Угу. Отлично. Какую роль все-таки играет Центральный банк Российской Федерации вот в этой всей истории с цифровым рублем? Угу. Смотрите, получается, Центральный банк является оператором цифрового рубля, то есть платформа тоже находится на мощностях Банка России, но при этом доступ к кошельку человек имеет с любого приложения банка. То есть ты можешь открыть любое мобильное приложение. Я знаю, что у каждого человека оно может быть и не одно, да, то есть у меня тоже там, по-моему, больше 4 приложений. И через любое приложение банка мы имеем доступ к своему этому единому счету, кошельку цифровому. Тогда получается, что человек может в каждом мобильном приложении банка открыть себе цифровой кошелек или... Через каждое приложение можно открывать, но на самом деле цифровой кошелек как бы у человека будет один. Он будет на платформе Банка России. То есть кредитные организации, они являются так называемыми посредниками финансовыми. То есть через них мы открываем цифровой кошелек на платформе Банка России, и через интерфейс приложения мы можем получить доступ к операциям. Например, перевести деньги там, семье, другу, да, причем это будет совершенно бесплатно. То есть мы уходим от ограничений, которые сейчас у нас имеются. Например, если сравнивать это с системой быстрых платежей, она же тоже вот сейчас очень такая повсеместно развитая, очень удобная система. Но так как она работает через систему банков, там есть ограничения. Получается, без комиссии, да, мы можем переводить в месяц 100 тысяч рублей. А дальше у нас начинают действовать тарифы банков. Причем они разные. То есть банки могут даже ограничивать там дневной объем переводимых средств. Вот. А в будущем, когда будет цифровой рубль внедрен, мы сможем переводить на платформе цифрового рубля в неограниченном количестве вот свои денежные средства без комиссии. То есть получается для потребителей финансовых услуг внедрение цифрового рубля, оно сыграет только положительную, то есть, ну как, станет только положительным, да, Да, в конечно. том плане, что уйдут комиссии и не надо будет дополнительно оплачивать за переводы там вне вот этих сумм ограничений, да? Да, совершенно верно. Отлично. А что еще вот вы можете рассказать? Ну, может, какие-то интересные факты? Вы же все-таки сотрудник Центрального банка России, да? Вот, да. Может, есть какой-то интересный факт о внедрении? Как вообще пришла такая идея внедрить новую российскую национальную валюту? Смотрите, вообще есть понятие цифровая валюта Центрального банка, как бы это вот во всем мире есть известное такое понятие, оно очень такое в трендах, потому что были опросы, и вот опрашивали 86 крупнейших стран-государств нашей планеты, да, и 81 государство уже задумывается, ну, не просто задумывается, а уже начинает идти в сторону внедрения цифровых валют центральных банков, да. Получается, мы тоже стоим здесь на передовой, потому что 9 стран уже как бы производят пилот. У нас, получается, цифровой рубль уже находится на стадии пилотирования. Как мы знаем, с 1 августа был уже принят закон, то есть были правки в закон, чтобы ввести понятие цифрового рубля в наше правовое поле. Сейчас уже вот в этом году активно проводится пилотирование на реальных цифровых рублях. То есть если как бы возвращаться назад, то в 2022 году это были работы с прототипом цифрового рубля. А сейчас уже все, у нас есть 13 банков-участников, вот первой волны пилотирования, и реально получается... Есть некий круг людей, которые используют эти цифровые кошельки с помощью вот этих кредитных организаций, да, которые участвуют в пилоте. И они реально вот переводят друг другу деньги и совершают покупки. То есть, а какие отзывы вы получаете вот от этих участников от этого пилотного проекта? Ну, там все пока очень централизовано, поэтому я сам хочу включиться в этот проект, уже подал заявку, скоро я включусь в пилотирование. Здорово. Но вы, я надеюсь, вы нам расскажете, поделитесь своими впечатлениями от пользования новой валютой и как это вообще удобно, насколько это практично и так далее. И еще такой важный вопрос. Вот мы затронули систему быстрых платежей, да? Так, уже определили, что в отличие от системы быстрых платежей, при операциях с цифровым рублем не будет дополнительных комиссий. А еще какие-нибудь дополнительные преимущества будут? Да, конечно. Если брать, например, бизнес, да, то мы знаем, что есть комиссии по эквайрингу. Да? Если использовать систему быстрых платежей, то комиссия составляет от 0,4% до 0,7%, в зависимости от рода деятельности или там, какие вот товары ты продаешь. Да?
в дальнейшем при использовании, получается, цифровых рублей, то у бизнеса будет комиссия еще ниже, 0,3% для обычных бизнес-операций, и также будет 0,2% для платежей по ЖКХ. Отлично. А скажите, пожалуйста, вот не так давно якутяне познакомились с такой новой услугой финансовых организаций, как оплата улыбкой. Вот была такая новость, что с недавнего времени якутяне могут оплачивать улыбкой. Это все благодаря тому, что внедряются биометрические технологии, да, в оплату сервисов. А вот с цифровым рублем что-то подобное будет или как это будет взаимодействовать вообще с привычными нам финансовыми инструментами? Но я хочу отметить, во-первых, да, то, что Банк России, он вообще не торопится с внедрением цифрового рубля, как и другие страны. Да. Вот если, например, посмотреть на Китай, он как бы раньше всех начал этот пилот, он, по-моему, уже продолжается много лет, уже, по-моему, 5-й год, и он же как бы повсеместно не внедрен, как бы, а вот также и поступает Банк России. То есть постепенно, вот в этом году у нас пока тестируются только переводы между физлицами, оплаты по QR-кодам. Вот. Есть планы, все расписано потихоньку и на следующий год, и на 25-й. Вот есть этапы развития и тестирования. Вот. Поэтому сейчас говорить о каких-то таких готовых решениях, например, по биометрической оплате, еще рано, касаемо цифрового рубля. А так, конечно, у нас вообще вот финтех, финансовые технологии в стране очень развиты. У нас очень много экосистем, и вот крупные игроки, они все время внедряют инновации. В том числе вот о том, что вы и сказали, что оплата улыбкой, это вот получается биометрия работает, биоэквайринг так называемый. Но смотрите, еще есть такое мнение, что вот цифровой рубль — это близко к понятию криптовалюты. Вот есть ли какие-то аналогии и похож ли действительно цифровой рубль на криптовалюту? И вообще, как он с ней может быть связан? Хороший вопрос. Но на самом деле это совершенно разные вещи, потому что если вот так посмотреть фундаментально, да, то криптовалюта, она децентрализованная, то есть у него нет единого центра, во-первых, эмиссии, то есть выпуска, да, а также нет центра ответственности, кто бы нес за это обязательство. А цифровой рубль, наоборот, эмиссия производится только как Банком России, так же, как и с наличными деньгами, и все обязательства и ответственность несет Банк России. Все-таки вот я никак не могу, вот именно зацепилась за мысль, да, в том, что все-таки вот цифровой рубль, у него же есть определенная, какая-то вот характерная черта. Вот что там может быть? Это может быть код или какая-то вот уникальность какая в нем? На самом деле, если вдаваться в подробности по технологии, да, там информация довольно засекречена, но если как бы сравнивать криптовалюту, да, и цифровую валюту, у них есть там общее как бы слово, да, валюта. А единственное общее как бы схожие свойства, то, что это как бы программный код, то есть цифровые, да, и возможно там используются технологии общие, например, как распределенный реестр. Об этом как бы мы точно не можем говорить, к сожалению. Ясно. Но все равно наши зрители должны понимать, что цифровой рубль также защищен, как наши денежные купюры, то есть наличные деньги, да, там на каждой купюре, на каждом буквально там на каждой купюре есть номер. Много средств защиты. Да, и также есть, да, много средств защиты. Согласен. Вот. Да, с точки зрения как бы... Я-то с точки зрения безопасности. Да, с точки зрения безопасности, это как бы же электронное программное средство, да, то есть там применяются последние разработки по криптозащите, да, то есть, если говорить про безопасность, то какую бы ты стену бы не строил криптозащитную, да, на самом деле сейчас риски-то больше несут, люди сами открывают ворота, минуя эту стену, да, высокую. То есть здесь больше надо защищаться от социальной инженерии. То есть мошенники, они как действуют? Они не взламывают, всю эту сложную криптозащиту, которую там, очень сложно даже перебором, да. Тут даже, не знаю, может, квантовый компьютер пригодится, чтобы перебрать все варианты ключа, чтобы взломать, да. А здесь больше как бы все вокруг человека.
действует. Вот как раз мы подошли к очень важному вопросу, потому что среди населения ходит очень много мифов о цифровом рубле. Как раз благодаря тем же вбросам от мошенников, да, связанных с цифровым рублем. Например, пишут, что со временем отменят наличные и заставят пользоваться только цифровыми рублями. Или вот еще один миф. Все зарплаты бюджетников и пенсии переведут на цифровые рубли, как когда-то заставили всех перейти на карты МИР. Правда ли это? Стоит ли нашим телезрителям переживать по этому поводу? И вот что вы скажете? Ну, на самом деле это все мифы, да. Во-первых, как бы все три формы денег будут точно разнозначны, то есть у человека всегда будет выбор. Если ты не хочешь, ты даже можешь не открывать себе цифровой кошелек. То есть есть люди же, которые привыкли, допустим, только наличными, да, пользоваться. Также про зарплаты. На самом деле, ну, не совсем правильно говорить, что всех заставили, перевели на карту МИР, потому что сейчас все равно как бы у работающих людей, у пенсионеров есть выбор. Можно получать деньги, ну, допустим, даже тоже взять пенсию, да. У меня бабушка получает пенсию наличкой. Можно получать ее на почте, а можно получать на карты. То есть выбор всегда есть, даже сейчас. Поэтому с внедрением цифрового рубля просто у человека появится как бы больше выбора, больше удобства. Каким инструментом тебе удобно пользоваться, таким ты и пользуешься. Также я забыл сказать про одну важную вещь. В перспективе планируется то, что оплата цифровыми рублями будет возможна также без интернета, что очень важно для нашей республики, да, потому что у нас же есть очень отдаленные, малонаселенные, труднодоступные населенные пункты, где не всегда есть интернет. Так вот, цифровой рубль позволит нам совершать платежи без интернета. Как это может быть? Вообще я даже себе не представляю. Ну да, здесь как бы, конечно, это горизонт не такой близкий, да, то есть, ну, есть уже, ну, прорабатываются концепции, да, ну, это реально будет тоже внедряться. Здорово. Это в путешествиях будет очень удобно, когда человек находится где-то в какой-то зоне, да, где нет абсолютно никакой точки доступа к сети интернет, но есть туристическая база, допустим, да, ну, здорово, да, действительно будет очень удобно. И не только у нас в Якутии ведь такие места есть. Конечно. Такие места есть по всей России, и где можно путешествовать абсолютно отдыхая, да, как бы вот без интернета и пользоваться еще, тем, что как бы можно даже и наличкой не пользоваться, а вот всегда есть выбор. Ну, в таких случаях, конечно, мы рекомендуем всегда в путешествии именно использовать безналичную оплату, потому что, ну, это гораздо безопаснее. Если мы говорим о безопасности, то, ну, цифровой рубль в этом плане, конечно, действительно будет очень удобно. Да, надеюсь. Здорово. И еще такой момент. Вот могут ли мошенники украсть цифровые рубли? Ну, мне кажется, нет, потому что только если используют социальную инженерию, да, то есть так же, как сейчас поступает же много звонков, да, то есть если злоумышленники получат доступ к твоему мобильному приложению банка или к твоему телефону, да, особенно если это касается как бы Android-телефонов, там есть сейчас же программы, которые мошенники каким-то образом вынуждают людей их ставить, они перехватывают управление. Только в этом случае, то есть, ну, а с точки зрения именно безопасности информационной, она как бы очень на таком беспрецедентно высоком уровне. То есть сам цифровой рубль, он надежно защищен? Конечно. В этом случае тогда наша задача, получается, повышать уровень финансовой грамотности населения и повышение уровня финансовой и кибербезопасности, да? Да, кибергигиену соблюдать. Кибергигиена, да. Я, допустим, как сам поступаю, я же много плачу, ну, мы все как бы сейчас часто используем платежи в интернете, да, картой оплачиваем. У меня есть отдельная карта, она даже, по-моему, даже виртуальная, у нее нет пластикового аналога, и я туда перевожу деньги, сколько мне нужно, и произвожу оплаты. То есть при этом как бы я не рискую данными основных своих карт. Но это очень удобно, ведь на эту карту можно разместить определенную сумму и не потратить больше, чем ты выделил для покупок в интернете. Ну, действительно, да. Действительно, этот способ... Всем советую этим пользоваться. Да, дорогие телезрители, обязательно возьмите себе на вооружение и на заметку вот такой способ защиты своих денежных средств. Держите отдельную карту для покупок в сети интернет. Так, и еще один вопрос. Все-таки
Если защита цифрового кошелька зависит от человека, да, вот чисто физически, от того, какой у него гаджет, как он к нему относится, как он ведет вернее, как он относится к своей кибергигиене. Вот. И какие вы дадите рекомендации вот человеку, чтобы правильно все-таки использовать методы защиты? Ну, как мне кажется, да, как больше всего людей страдает после звонков, да, мошенников. Поэтому, если поступают звонки, мне кажется, ну, то нужно однозначно ложить трубку, да, если начинают вести разговор о деньгах или каких-то там расследованиях, да. Это как бы однозначно позволит большую часть нападок на твой кошелек устранить, да. И что касается поведения в интернете, то нужно как бы четко себе представлять, на каком сайте ты находишься, какое приложение ты используешь или marketplace, да, то есть если ты уверен, что это как бы доверенный сайт, настоящий, а не фейковый, да, допустим, то там можно как бы использовать платежи. То есть надо за этим тоже следить. Потому что очень часто бывают сайты подделки, которые там могут на одну буковку даже отличаться по написанию, и они украдут твои данные карты, если ты... Действительно, очень тяжело быть внимательным, да, когда у нас такой идет поток информации, и все меняется, и появляются разного рода маркетплейсы, где один маркетплейс еще выгоднее предлагает, другой еще выгоднее, и так далее. Человек начинает заводить несколько приложений. И да, действительно, двухфакторная защита своих гаджетов и при входе в эти приложения тоже она играет большую роль в плане кибербезопасности. Да. А по кибергигиене что вы расскажете вот еще? По кибергигиене? Ну, я как бы очень трепетно бы относился к своим персональным данным, которые мы вводим в интернете, да, то есть всяческие анкеты, даже вот если мы введем свой номер телефона где-нибудь, он где-то сразу же высветится. То есть сейчас очень много сайтов, которые просят там ввести номер телефона, чтобы узнать, допустим, цену за товар, да, то есть ну, вот элементарно такие вещи. И лучше свой номер телефона вообще никому сейчас не давать, потому что ведь по номеру телефона как раз мошенники узнают имя, отчество потенциальной жертвы. Потому что даже если мы введем мобильное приложение любого банка, к примеру, на мобильный телефон, и поставим оплату рубль, да, и продолжим операцию по переводу, скажем так, у нас сразу же выйдет имя, фамилия человека, который будет этот рубль получать. Да. И вот так вот мошенники спокойно используют наши персональные данные, только зная наш номер телефона, дорогие друзья. Поэтому старайтесь держать в секрете свои личные номера, особенно те, к которым привязаны ваши мобильные банки. И если вы часто что-то продаете на онлайн-ресурсах, где-то пользуетесь сервисами частных объявлений и так далее, для таких целей заводите отдельную сим-карту, к которой не привязаны ваши денежные средства. Вот я же права, Тимур Юрьевич? Да, совершенно верно. И как бы, если даже как бы твой номер будет засвечен, все равно как бы для потери контроля нужно сообщить код подтверждения. Вот его нужно никому не сообщать. Вот. Но то он и секретный, да, правильно? Да. Ведь там же написано «секретный код никому не сообщать». Да. Если сообщить этот код, то все, ты уже потеряешь контроль и над приложением банковским, а также над телефоном можешь тоже потерять. А вот с цифровыми кошельками все-таки как мы будем отправлять деньги? Это что будет? Это будет номер телефона или номер кошелька? Или мы просто вот каким волшебным образом это все будет происходить? Ну, на самом деле, да, я уже смотрел, как реально переводят рубли. Так же, как в системе быстрых платежей, все легко привязывается к номеру телефона. То есть мы открываем приложение банковское, любое, там будет отдельная вкладка «Цифровой кошелек», «Цифровой рубль». Туда проваливаемся, и там будут доступны все те же самые кнопочки «Перевести», «Вывести», «Положить деньги на счет», и по номеру телефона мы можем переводить. Также можем оплачивать по QR-кодам. Здорово. Как ЕСБП. Как сервис быстрых платежей по оплате по QR-кодам. Да. Здорово. Вот. И скажите, а можно ли обналичить цифровые рубли? Да, я сейчас расскажу вообще полную схему, как это все работает. Если у вас наличные рубли, да, допустим, и вы хотите перевести их в цифровой вид, что мы делаем? Мы используем либо банкомат, либо же
отделение банка, куда мы относим свои наличные деньги, переводим их в безналичную форму. А дальше уже как бы в интернет-банкинге, то есть в мобильном приложении или в браузере, мы можем перевести наши безналичные рубли на цифровой кошелек. И эта же схема работает обратно. Если мы хотим обналичить наши цифровые рубли, мы в приложении банка переводим из цифрового кошелька на наш безналичный счет, который открыт в кредитной организации, и дальше уже можем через банкомат или через отделение банка снять эти деньги. Здорово. Я так понимаю, что этот сервис будет удобен тем, кто постоянно переводит средства, у кого очень большое количество переводов внутри своих счетов, или он переводит родственникам. Например, вот мой сын как раз через 3 года поедет поступать, да, он будет жить в другом городе. И так вот с помощью цифрового рубля я смогу абсолютно безопасно и без комиссии переводить своему сыну деньги. То есть ему достаточно будет открыть только цифровой кошелек. Также благотворительностью будет очень удобно заниматься, потому что расскажите об этом поподробнее. Мы же занимались благотворительностью, и там нужно будет перевести деньги, допустим, человеку. А как бы мы же знаем, что у нас как бы у каждого человека лимит 100 тысяч рублей, да, в месяц. А мы же еще в повседневной жизни тоже используем все это, поэтому тут небольшое неудобство, что начинает возникать комиссия. А если бы не было комиссии, вот, например, если бы цифровыми кошельками пользовались, то вообще без проблем мы бы смогли деньги отправлять на благотворительность без потерь. Здорово. Действительно, очень удобно. И как раз вот в нашей такой в современных реалиях мы живем, да, когда все-таки каждый россиянин, он очень много тратит средств на благотворительность. Вот, ну, здорово. И еще один такой важный... Давайте закрепим информацию, да, вот, потому что это очень важно для наших телезрителей, все-таки определить, какие же преимущества появляются в связи с появлением цифрового рубля. Ну, во-первых, для населения, да, для граждан, это возможность мгновенно и быстро переводить деньги без комиссий друг другу, также совершать платежи удобно по QR-кодам. Также очень важно то, что удобство цифрового рубля в том, что мы имеем доступ к нему через любое приложение банка. То есть, допустим, у нас есть там 3 приложения, да, одно не работает, мы через второе можем зайти. Или часть операций делать, например, пополнять с одного банка, а в другом приложении совершать переводы. То есть оно такое сквозное, очень удобное. Здорово. Вот об оплате, где отсутствует интернет, мы уже сказали. А еще какие есть? То есть, смотрите, вот мне сейчас в голову, только что пришла в голову такая мысль, даже идея, наверное, да, в дороге, ведь когда мы находимся в пути, особенно в поезде, да, или в самолете, это тоже работать будет? Ну, в принципе, да, в теории, да, это все возможно. Серьезно? Ну, да, если как бы разработают до конца вот эту офлайн часть, то, я думаю, будет без проблем. То есть мы в полете можем спокойно себе оплатить, допустим, какой-то сервис, да? Ну, здорово. Кстати, еще был удобный сценарий, как бы контроль подписок. Вот, допустим, у меня есть сейчас много карт, и я пользуюсь, допустим, различного рода подписками. Музыка, кино, телевидение, да, вот, новости. И везде я могу привязать разные карты. А потом я забываю, где что я подписал. И чтобы ввести этот контроль, немножко как бы много времени теряется. А если бы я бы все привязал бы к цифровому кошельку, я бы смог бы там все прозрачно видеть. То есть у меня будет один кошелек, и он контролирует все мои подписки. Серьезно? Да. То есть к этому цифровому кошельку можно привязать все свои ежемесячные траты, кроме подписок, или только подписки? Ну, вообще все что угодно. Там можно настраивать, так называемые настраиваемые платежи внедрять. То есть на определенную дату или при выполнении определенного сценария можно вот платежи настраивать. Ну, здорово. И получается... Это открывает вообще большие перспективы для финансового рынка, потому что это новое поле для их деятельности. Они будут, кредитные организации, вот эти, да, все экосистемы, они будут предлагать новые сервисы инновационные. Ну да. От этого выиграют все, потому что это как бы повышает конкуренцию на рынке и стимулирует всех дальше развиваться. Как здорово придумал все-таки Центральный банк России, да, когда ввел цифровой рубль и тем самым вот пробудил именно наши финансовые организации, которые привыкли, ну, вроде как кредит выдаем, там вклады размещают, да, граждане, а тут еще и нужно будет развивать цифровые сервисы. То есть здесь уже они не будут уже в такой стагнации находиться, будут идти вперед, и все больше упрощать жизнь своим потребителям, да, своим клиентам. Ну, здорово. Отлично. И еще один такой важный момент. Какой бы вы совет дали нашим телезрителям
в связи с вот как раз с развеянием мифов, да, то, что вот мы сейчас с вами рассказали о том, все-таки, мне кажется, зрителям важно будет узнать, где и как получать информацию вот о деятельности Центрального банка, как Центральный банк работает, как он работает у нас в республике, чем занимается и так далее. Ну да, хорошая тема. Но на самом деле есть сайт Центрального банка России, где вот в том числе есть отдельная вкладка про цифровой рубль, где очень много написано полезной информации, в том числе как бы ответы на популярные вопросы, развенчивают различные там мифы. Вот. Ну, в целом, как бы, у нас же сейчас очень большой поток информации идет, надо уметь критически мыслить и как бы отделять как бы фейковую информацию от официальной. Поэтому можно пользоваться вот официальным сайтом Банка России. Также есть сайт fincult.info, где можно прочитать очень много полезных статей, про все, про финансы, вот в целом все, что касается финансовой грамотности. Я сам тоже открываю, там очень полезно, и про цифровой рубль там тоже есть. Спасибо вам большое, Тимур Юрьевич, за то, что вы выделили время и пришли к нам и рассказали о такой актуальной теме. И ведь цифровой рубль действительно, вот, это тема новая, и это новое внедрение. Некоторым бывает иногда, что новое, это очень это непривычно, страшно даже иногда. Поэтому благодарю вас за то, что вы пришли и рассказали такую интересную тему. Спасибо. Еще приглашайте. Всего доброго. До свидания. До свидания. Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, проверяйте информацию. Мошенникам невыгодно, чтобы вы делали это, поэтому они могут говорить о секретной информации или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас. Не поддавайтесь на провокации. Если же вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России 8 800 300 3000. Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведомства, позвоните туда и уточните информацию. Если же вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится на обратной стороне карты, и вы также можете найти его на официальном сайте банка. Список адресов официальных сайтов можно всегда посмотреть на сайте Банка России. Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными для вас денежными расходами, да и с любыми расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше со специалистами. С 21 октября 2023 года Министерство внутренних дел подключится к информационной системе Банка России, в которой собираются данные обо всех мошеннических переводах. С помощью информации из этой базы полиции будет проще разыскивать получателей похищенных денег. Раньше базу пополняли только сами банки, когда люди сообщали им о несанкционированных операциях. Теперь такая возможность будет и у полиции. Все банки имеют доступ к этой системе и обязаны следить, нет ли там реквизитов их клиентов. Как только информация от полиции поступит в базу, банк может сразу остановить подозреваемому в мошенничестве все операции и заморозить деньги на его счетах, пока идет следствие и суд. У преступников будет меньше времени, чтобы вывести украденное, а у жертв больше шансов вернуть похищенное. А с июля 2024 года все финансовые организации будут обязаны блокировать счета и карты людей, которые появляются в базе мошеннических переводов. Но чтобы полиция начала расследование и передала данные в систему, пострадавший должен подать заявление и указать, на какую карту или счет ушли его деньги. Поэтому, если вы поверили обманщикам и перевели им какие-то суммы, нужно как можно скорее обратиться в свой банк и полицию. Во всех случаях, вызывающих подозрения, немедленно обращайтесь в полицию. Доверяйте только официальным источникам информации. А если сомневаетесь, обязательно свяжитесь с организацией и уточните информацию, которая вызывает у вас сомнения. Поверьте, пословица «доверяй, но проверяй» как никогда уместно в наше время. Смотрите нашу передачу про деньги и будьте в курсе актуальной информации в мире финансов. До новых встреч!